Сюда Коль, Марш Доволь, добрый вечер, доброе утро, добрый день, в зависимости от времени суток, когда вы нас будете смотреть. Мы продолжаем наш цикл передач для Чеченской демократической партии. Вторым гостем нашего интервью будет Ибраим Никарху, который является соучредителем Чеченской демократической партии. Людям, слушающим наш чат в Телеграме, он уже известен по голосу, а также людям, интересующимся чеченским политическим полем и вообще разбирающимся, интересующимся тем, что происходит в политике среди чеченцев. Он же известен как давний соратник Хусейна Исханова, а также бывший участник правительства Ахмеда Закаева. Ибраим, я сразу перейду к первому вопросу, где попрошу тебя немного рассказать о себе и кем ты был, кем ты встретил первую чеченскую войну и кем ты прошел вторую, и как ты оказался в Вене сегодня и стал членом Чеченской демократической партии. Приветствую всех, маршал Думасерк. Приветствую всех чеченским приветствием. Маршал Дух, это означает «будьте свободными». То есть это вложено, сидит в чеченском менталитете, воля к свободе. Отвечу сразу на твой вопрос. Я сам 80-го года рождения, успел зацепить период, скажем так, Советского Союза, СССР. Когда началась первая война, мне было 14 лет. Я помню вот эти события, становление чеченской государственности и так далее. Первая война такая была более трагичная именно для нашей семьи, потому что 4 члена нашей семьи, скажем так, погибло, да, в первую войну. И я был по возрасту, конечно, как бы молодым парнишкой, и так как бы трагически протекла вот этот период протек трагически для меня, именно для нашей семьи. И уже там межвоенный период, когда как-то люди перебивались, выживали, как и все остальные люди, мы как-то пытались там с братом, жили на тот период, там иногда нам помогали родственники как-то, сами пытались подручными какими-то методами выживать. Потом, как мы знаем, русские уже сделали как бы реванш, да, подготовились уже ко второй русско-чеченской войне, провели огромную работу как среди нашего населения, так и среди близлежащих республик и во всем мире, в адрес имиджа чеченского народа, скажем так. Подготовили это все. И вот мы стали перед фактом второй войны после вот этой спецоперации, скажем так, Дагестан и серии взрывов домов в России, которые закончились всем известным рязанским сахаром. И вот я вышел уже, как бы пошел, купил оружие там на свои какие-то кровные деньги. И Это вышел. уже к началу второй войны ты уже повзрослевший, уже решаешь. Да, мне на тот период 19 лет, я уже считал, что я военно обязан, потому что на нашу территорию идут вот эти убийцы, делать то же самое, что они делали в первую войну. И я вот решил, что я обязан как бы встать на защиту, скажем так. И вот я вышел в это сопротивление, я был там, находился в отряде Министерства внутренних дел под командованием Эдемира Абалаева, там в группе своих близких родственников, с которыми я как бы, они меня пригласили в эту группу, раз они знали, что я уже как бы вышел с оружием. И потом, как, скажем так, закончились, когда позиционные бои, город наш Грозно был сдан, вот этот был прорыв, всем известный, из Грозного. Через минное поле выход. Выход через Да, минное через поле. минное поле, да. Ты был участником этого выхода?
Да, мы можем как-то подробно в следующий раз, можно сказать. Это история, о которой надо еще фильм снять. Это очень Да. героическая история. После этого началось партизанское сопротивление. Я вступил уже в ряды вот этого партизанского сопротивления. Всем известны вот эти джамааты, когда э, как бы вели вот эту деятельность партизанскую. И вот как бы я уже, будучи в этих рядах, вел до 2004 года вооруженную там того или иного рода сопротивление, борьбу. Участником вооруженного сопротивления до 2004 года. Да. Ну, в итоге потом был я пленен. Это тоже со мной произошло. Тоже такая тема, о которой можно будет поговорить впоследствии. После этого, после пленения я уже как бы полностью, у меня отсутствовало здоровье. И вот я как бы попытался выбраться с нашей территории, то, что я и сделал. И вот с этого времени я нахожусь в Европе, в Австрии, там, с 2005 года, скажем так. И вот начиная с 2014 года познакомился с Хусейном Исхановым. Раньше я, конечно, никогда не вел политическую, общественную вот эту деятельность. И как бы Хусейн такой, ну, человек слова, человек чести, который как бы равняясь на которого я вот как бы встал рядом с ним, начал. Вот. Потом я уже был в команде Закраева, познакомившись через Хусейна с его вот этим кабинетом министров. Потом меня он назначил здесь, в Австрии, представителем. Потом мы вместе с Хусейном вели здесь всякие митинги, ну, другие мероприятия. Затем уже у нас как бы мы разошлись во взглядах, во мнениях идеологически с Ахмедом Закаевым. И вот с каких-то пор, уже с недавних пор, мы как бы обосновали, создали, учредили, скажем так, Чеченскую демократическую партию. Это мы сейчас вернемся. У меня есть отдельный вопрос по поводу партии и ее основания. Мне хотелось бы вернуться к моменту, когда ты был пленен, и чтобы ты объяснил, как ты вышел из плена и как как долго это все длилось, как этот процесс. Потому что это как бы обрыв истории, который зрителям будет, я знаю, 100% интересен. Ты можешь немного рассказать об этом? Вот, в меру того, что ты можешь сказать. Ну, я как раз в этот период, ну, скажем так, женился во время вот этого как бы партизанского всего вот этого движения. И ну, месяц, не прожил месяц там в семейной жизни какой-то своей, да, просто осел в определенном там районе в квартире и ну, не давал знать о себе никому. Ну, в итоге это не продлилось долго. Кто-то дал на меня информацию, там, я тогда не был вооружен, эти люди просто заскочили, повязали меня, и вот 1 месяц я находился в этом, ну, концлагере, скажем так, да. То есть это подвальное какое-то помещение, где находились еще какие-то люди, которых пытали, это я все слышал. Точно так же, наверное, не слышали, когда и меня пытали. То есть я провел в этом месте 1 месяц, ну, потом за меня как бы дали выкуп, машина там осталась у них, например, которую они увели вместе со мной, скажем так. Ну, потом мой брат тоже как бы через родственников, через вот эти связи, одним словом, выкупили меня, и ну, я уже был еле ходячим таким человеком, без документов. Документы тоже потом на этот период второй раз у меня были куплены, как и в первый раз. Вот, кстати, вот этот документ я порвал всенародно. Вот этот русский паспорт, который был мне нужен только чтобы покинуть территорию.
И первый паспорт, который я первый раз купил, тоже был мне нужен для этого. Ну, то есть, чтобы перемещаться во время партизанского движения, там иногда надо было через посты проезжать. Вот. Для этого эти документы и были нам нужны, как бы. Но то, что мы как бы считали себя, да, гражданами Российской Федерации, то это не соответствует действительности. То есть это просто нужно было нам для, вот, для каких-то там, либо для передвижения, либо для какой-то деятельности. Это, я думаю, исчерпывающий ответ. Если кому-то нужны будут еще больше деталей по поводу пыток, если кто-то захочет отдельно сделать об этом выпуск с тобой, возможно, мы еще вернемся к этому вопросу. Я уже перейду к следующему вопросу о учреждении партии, Чеченской демократической партии. Что побудило? Какая была надобность в ней, по твоему мнению, и какие вообще цели у этой партии? Ну, дело в том, что у нас, к сожалению, на данный момент не существует ни одного такого политического движения, да, которое сегодня просто необходимо чеченскому обществу, которое будет ну, как бы выносить чеченский вопрос на повестку дня, которая будет работать на деоккупацию нашего государства, которая будет вести чеченский народ к светлому будущему. Ну да, есть какие-то политические активности, политическая деятельность, к сожалению, которая вся тем или иным образом связана с вот этим политическо-исламским, скажем так, движением, что, на мой взгляд, недопустимо, у чего, на мой взгляд, нет абсолютно будущего, и что, на мой взгляд, целиком и полностью играет на руку нашим вековым врагам, да, вот этой русской империи российской. В связи с этим, как бы, чтобы чеченский вопрос, чтобы создать площадку для людей, думающих демократическими взглядами, думающих о будущем нашего народа, нашего государства, вот, чтобы как бы сформировать, дать людям возможность, дать им площадку, чтобы они сформировались, чтобы они двигались в этом русле. То есть, чтобы я немного суммировал, ты не видишь у других партий, назовем так, у других течений, стремящихся к деоккупации Чеченской Республики, ты не видишь у них ясного подчеркивания секуляризма, то есть государство, где будет отделено правительство от религии, то есть где не будет никакая религия вписана как общий закон, а где будут государственные законы, и все религии будут разрешены и равноправны. То есть, не видя этого, ты пришел к мнению, что мы должны как бы создать эту партию, или ты соратники пришли к мнению, что мы должны создать эту партию и дать людям, хотя желающим демократию у нас в нашей республике, деоккупированной, дать такую возможность собраться, организоваться и выступить. Совершенно верно. Ты, в принципе, сам это все правильно уже озвучил, как это есть. В этой партии не я один человек, у нас много соратников. После этого, как мы видим, очень много людей оказалось, которые тоже таких же взглядов, демократических взглядов, то есть в чеченской среде, которые потихоньку сейчас все начали стремиться вот к этому движению. Такой вопрос немного о тебе. Вот почему ты этим занимаешься? Вот что тебя мотивирует? Вот с чего ты взял, вот, что ты должен это сделать? Что ты не можешь сидеть дома и просто ждать, пока кто-то там займется этим? Ну, дело в том, что там несколько факторов, основной из которых это вообще сам чеченский самобыт, то есть предки, которые на протяжении веков, чтобы передать нам вот эту культуру, носителями которой мы являемся, передать нам вот эти ценности, передать нам чеченский самобыт, просто жертвовали многим, да,
И вот я считаю, что как бы бросить вот это все, да, ну, хотя можно человеку сегодня в 21 веке переселиться в какое-то благоприятное место, уйти в эту культуру, забыться, ассимилировать и так далее. То есть, как бы, чтобы не было в дальнейшем каких-то проблем именно для той или иной персоны. Ну вот, чтобы вот такая, вот такое вот такая, я не знаю, деятельность, скажем так, да, или такой выбор, да, он, скажем так, для меня кажется предательским. Вот, потому что все, что там предки на протяжении веков, как они жертвовали, как они старались для того, чтобы вот это вот дошло до нас, да, просто забыть, плюнуть на это все, оставить. То есть я считаю себя как бы обязанным нести это дальше, да, вот это то, что нам было передано как эстафетная палочка. Ну, потом, ну, много здесь, в принципе, факторов, да. Если как бы даже не уходить в какую-то чужую культуру, если попытаться там остаться тем же чеченцем, с тем же самобытом, с той же культурой, но как бы попытаться ужиться, никуда не лезть, как бы в тишине где-то там провести какое-то время, переждать, но это тоже не выход из ситуации, потому что мы видим, что те люди, которые попытались там, считали себя самыми, скажем так, хитрыми, да, что вот там они русских сейчас задобрят, что там с Российской Федерацией можно как-то договориться, что их можно ну, обмануть, там, вытягивать из них какие-то там финансовые интересы и так далее. Ну, как бы, что они самые хитрые, что вот эти вот наши какие-то лидеры, герои, скажем так, лидеры, не совсем такое слово, которое я люблю. Вот эти герои, какие-то активисты на протяжении там, нашей, скажем так, политической судьбы нашего вот этого народа, государства. Вот они, то есть вот эта вот тактика, да, что обвести русских вокруг пальца, задобрить их, она в итоге тому, к чему она приводит, мы сейчас можем это видеть, да, когда люди там десятками, сотнями и тысячами закидываются куда-то в Украину обслуживать геополитические интересы этой Российской Федерации. В принципе, это все для чего вот этой русской империи, чеченский народ и нужен. Как мы знаем, вот эти построенные 1400 мечетей, в которых идеологически вербовали людей, да, потом вот эти спортклубы, где их тренировали, затем военные, военизированные объекты, где уже там, грубо говоря, дрессировали вот этим военным каким-то делом, да, там обучая. Это все должно было выстрелить. И вот то, что мы сейчас видим, это и произошло. И вот дело в том, что надо знать, да, что у нас нет будущего вообще у чеченского народа. Это моя такая убежденная позиция, да, что только будучи государством, будучи свободной республикой, только так мы можем как бы сохраниться как народ и привести куда-то в светлое будущее своих детей, потомков и так далее. Ибраим, полностью с тобой согласен. И хочу на этом закончить наше интервью, потому что цель у нас делать такие компактные, не слишком длинные и максимально информативные интервью. Мы, конечно, все еще выходим за рамки там 15-20 минут, но по ходу будем набирать опыта и лучше все это как бы реализовывать. Цундера, Дерия исход за ответы, и хотелось бы сказать всем, кто нас смотрел, будьте демократами и вступайте в демократическую партию. Башкал, благодарю тебя тоже, благодарю также наших зрителей. И тоже хочу попрощаться, как и поприветствовал чеченским прощанием всем, да, всех.
Марш ой, массу, оставайтесь свободными. Чеченская демократическая партия forever, навсегда. Tamam. Hadi köl. Mesela hadi köl.